Добрый вечер. Сегодня 22 февраля, понедельник, 726-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Джамала будет представлять Украину на Евровидении 2016 в Швеции. Песня «1944» победила в украинском финале отборочного тура. Ее певица посвятила своей прабабушке, которая была депортирована из Крыма в 1944 году. После выступления у судей к Джамале немало претензий. Константин Меладзе в пух и прах раскритиковал постановку. По его мнению, певице не хватало целостности номера и работы в команде. Сегодня мы увидели ваш номер, где песня – это одна история, постановка – это другая история, ваш внешний вид и платье – это какая-то третья история. Причем эти три истории друг с другом не соприкасаются и не сочетаются. Они как бы сделаны автономно друг от друга, потому что постановкой занимался один человек. Досталось от жюри и певцу Сансею, который был фаворитом во втором полуфинале. Старая получается. Песня, да, создана. Андрій, Ну це що, знаєте, вот ви вы не написали... ответили сами. Почекайте, ви Ну, написали песня старая, пісню ну. собі. Если я взял песню «Белые розы», перевел ее на английский под балалайку. Ну, це так это тільки старая можете ви песня на зробити, английском. Андрій. Конечно, кто еще? Не давайте или по справедливому, или будете сейчас рассказывать эти сказки. Ти чоловік міра і планети вообще, чи ти конкретно співак від України, який займає конкретну позицію по відношенню до України, зберігай свою аудиторію де хочеш, але не закривай очі на речі, які не можна закривати. Є війна і мир, і змішувати це не можна. Джамала співала про Крим. І ти вважаєш, що це нормально виступати в Криму? Высокую оценку от судейского жюри, 6 баллов, получает группа The Hard Kiss. В итоге Джамала вторая, но решающими оказались голоса телезрителей. По их мнению, она была лучшей. Из 380 голосов почти 150 пошли за песню Джамалы. 5 балів. Отримує гурт The Hard Kiss. І 6 балів отримає Джамала. Джама! Україна обрала тебе! И мне приятно сейчас осознавать, я, наверное, сейчас даже это не осознаю, это завтра пойму, что это оказалась моя песня. Вот просто моя песня, моя история, моя прабабушка, моя вот какая-то вот такая, знаете, ну вот даже, может, до странности простая драма, где я рассказываю о том, что пришли чужие люди, обидели. Поздравляю Джамалу с победой. Это было абсолютно все справедливо. Я был участником этих споров. Все-таки выбирает зритель, и они главные. Активнее всех Джамалу поддерживала певица Руслана. Говорит, готова и в дальнейшем помогать в подготовке к конкурсу. Насправді зараз вже така мить, яка не дуже налаштована на ейфорію, тому що Джамалі зараз з цього моменту треба працювати, вибачте за слово, пахати в 100 разів більше. От, на неї зараз тільки що впала вже реальна така місія. І мені здається, я не перебільшую, тому що артист, який їде на Євробачення, він дійсно їде з місією. І все склалося так, як хочуть зірки, напевно. Евровидение 2016 пройдет в Швеции в мае. Участие в отборе в Стокгольме примут 37 стран. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Тем временем Джамала спровоцировала возмущение среди российских политиков. В Госдуме просят запретить песню «1944» на Евровидении, назвав ее политизированной, и требуют организаторов конкурса сделать тщательную проверку текста.
Крым слили или украинские власти действовали адекватно ситуации? Какую роль в захвате полуострова сыграли ключевые на тот момент политики и почему Украина не объявила военное положение? Получить ответы на эти вопросы, возможно, поможет стенограмма заседания СНБО от 28 февраля 2014 года. Ее сегодня рассекретили на Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины. Из нее видно, кто был готов дать отпор агрессору, а кто выступал против силового сопротивления. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось 28 февраля 2014 года, когда уже Совмин и Верховная Рада автономии полностью контролировались спецназом Российской Федерации и был захвачен столичный аэропорт. А из стенограммы видно, что решительный отпор агрессору был готов дать только исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Он настаивал на введении военного положения. Все остальные члены СНБО и присутствующие на заседании Юлия Тимошенко выступали против силового сопротивления. По словам главы Комитета по нацбезопасности и обороне Сергея Башинского, на тот момент в стране не было ни денег, ни армии, даже чтобы защитить Киев. Вся военная группировка насчитывала 5000 человек. І перше, що ми зробили тою бригадою, це заблокували сам перешийок. Тому що у нас проблема була розповзання цієї зарази далі. Всі сили були кинуті, першочергові сили, на блокування перешийку. Ще раз хочу, щоб ви зрозуміли, 5000 людей на всю Україну. Почуйте цю цифру. І значна частина була розміщена в Чернігівській і в Харківській областях. Від Харкова до кордону, дай Боже пам'яті, 47 чи скільки там кілометрів. Так що ця інформація, ми їх дійсно перекидали на вертольотах, але не з метою атаки, з метою блокування і не дати розповзтись цій заразі. В итоге СНБО решил уточнить стратегический план применения вооруженных сил, провести сборы с военнообязанными, создать оперативный штаб и обратиться за помощью к США и Великобритании как гарантам Будапештского меморандума. Как известно, ни одно из этих решений не сохранило Крым в составе Украины. Роман Спиридонов, Ильдар Исматов, Заман, АТР. В Киев прибыли освобожденные из плена украинские военные. В научном центре профилактической и клинической медицины бойцов ждет обследование и реабилитация. Александра Макуха, Сергея Гарнагу, Юрия Дмитрука и Вадима Кирпиченко встречали родственники и волонтеры, сообщает Громадский ТВ. Буквально полчаса назад поговорила, да, первый раз. Сказали, едут, скоро встретимся. Я сказала папочку, он в ответ заприк. Наконец-то уже. Так что будем надеяться, что вот-вот увидим. Ну, вчера, когда его освободили, он позвонил, и потом было сказано, что мы их будем забирать в Киеве сегодня вечером. Ну, а потом нам перезвонили, сказали, что их сначала продиагностируют, их по состоянию здоровья, а потом уже мы будем забирать. Но мы все равно решили приехать, даже если их на диагностику заберут, мы хотим с ними встретиться, увидеть, обнять, потому что это наши родненькие. Сначала трудно, потом чуть легче, когда переводили в новое место. Ну, все ждали, очень ждут, там даже ребята, те, которые остались, они ждут, тоже домой хотят. Надеемся, что тоже скоро вернутся, тоже скоро почувствуют это праздник на душе, когда эту видишь эйфорию, родных. Эйфорию. Это не передать словами. Мы ехали в маршрутке, то есть все уже в ожидании, когда этот момент настанет. И вот, я не знаю, это не передать словами, это надо просто ощутить. Просто, да. Правду куда денешь? Тяжело, да. Ну ничего. У нас там было 25 человек, друг друга поддерживали, и все было нормально. Они все просили меня передать родным, что они их любят, они их тоже помнят. Ну и, естественно, они верятся в то, что наши власти сделают все возможное, чтобы их достать. Погром в офисе Меджлиса в Симферополе. Накануне в здании на улице Житкова неизвестные взломали калитку, разбили окна и проникли в помещение. 16 сентября 2014 года прокуратурой был вынесен запрет на использование здания центрального офиса Меджлиса. Я склонен считать, что это, скорее всего, не некий политический заказ там на высшем уровне, но это выходка порождена той реакцией на деятельность Меджлиса, которую в последнее время высказывают отдельные политические деятели, руководство Крыма, прокуратура Крыма, стремясь обвинить во всех грехах Меджлис крымско-татарского народа, стремясь повесить на Меджлис различные деяния, которые они считают противозаконными и так далее. И вот на этой волне
возможно, каким-то не особо одаренным культурой, скажем так, людям могло прийти в голову вот совершить такой своеобразный акт вандализма в отношении частного владения. Руководство Бахчисарая отправилось в отставку. 20 февраля на заседании российской администрации города от должностей освободили главу российской администрации Бахчисарая Владимира Верховода и председателя Горсовета российской администрации Юрия Гуляева. Ранее в интернете появилось видео, в котором они, пользуясь служебным положением, требовали от подчиненных, нарушая закон, выполнять их указания. После этого общественность города пришла в Горсовет с требованием об отставке Верховода и Гуляева. Схема. При двух свидетелях, да, в кабинете и двух свидетелях тоже. Нам это зачем нам? Он же в милицию побежал сразу. Не, но если вы ему там можно переломать, в милицию, если суд вас получит, то это будет просто как топливо. Вдруг вы получите. Но только не у себя в кабинете, не при двух свидетелях. В Крыму могут объявить еще одну чрезвычайную ситуацию, на этот раз из-за дефицита пресной воды. Об этом заявил глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов. Для координации действий создается межведомственный штаб. Его задача – решить проблему обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения Керчи, Феодосии и Ленинского района. В документе сказано, что дефицит связан с прекращением подачи воды по Северокрымскому каналу. Пресная вода, которая поступала с материковой Украины, обеспечивала до 85% потребностей полуострова. В конце января в Госкомводхозе российской администрации Крыма сообщали, что все водохранилища республики заполнены на 100%. Запасов хватит на отопительный и курортный сезон. Больницу в селе Орлиное закроют, а историческое здание снесут, опасаются жители Байдарской долины в Крыму. Вокруг дома появилась ограда с красными флажками. Корпус построен в 1913 году, а после частичного обрушения крыши в 2014 здание не используется. Но если больницу закроют, то за медицинской помощью придется ехать 30 километров в Балаклаву или в Севастополь. Здание имеет историческую ценность. Жители готовы сами собрать деньги на ремонт, чтобы больница работала. Это наша история. Это здание пережило гражданскую войну. Это здание пережило землетрясение 27 года. Это здание пережило Великую Отечественную войну. И мы его должны сохранить для наших детей. Ну дайте клич народу. Народ соберется и отдаст. Первый раз, что ли, отдаем? Борьба за Ну, а скорее всего, у них такая тенденция, чтобы здесь ни специалистов, никого не было. В Евпатории российские силовики учили сирот обращаться с оружием. Спецназовцы подразделения «Халзан» рассказали воспитанникам Евпаторийского реабилитационного центра о роли российских силовиков во время аннексии Крыма. Детям показали образцы вооружения и спецтехники. Также подростки посмотрели фильм, в котором показаны тренировки спецназовцев и захват вооруженных преступников. В пресс-службе Следственного комитета России считают, что такие меры укрепляют любовь к родине на основе чувств патриотизма и ответственности за ее могущество. Подконтрольные России террористические группировки 44 раза атаковали позиции украинских защитников. Наиболее активно атаки были на Донецком направлении. Поблизу Красногорівки ворог вів вогонь з 82-мм міномета та вівся снайперський обстріл. В районі Донецького аеропорту противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Протягом години російсько-терористичні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів по шахті Бутівка. Авдіївка, Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Троїцьке. Неподалік саме цих населених пунктів ворог вів вогонь по українським укріпленням. Опорні пункти в районі Мар'їнки, Водяного та Зайцево були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Путин – враг номер один для украинцев. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Также он сказал, что пока нельзя называть украинцев и русских братьями и сестрами. Между нами идет война. Должно пройти несколько поколений, чтобы забыть об этой боли. Сегодня Путин для украинцев – это враг номер один. Это Лина Костенко написала. Я ее прочитаю. Да. І українською мовою, звичайно. І жах, і кров, і смерть, і відчай,
і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Считают ворогом Путина, и не только Путина, а и Россию. Почему? 87% россиян сегодня считает правильную политику России по отношению к Украине. Политику агрессии. Политику аннексии Крыма. Ну скажите, пожалуйста, какие могут быть братские отношения в такой ситуации? Курс «Крым в украинской литературе» предлагает образовательный сайт «Образование для Крыма». Программа разработана для преподавателей школ, учащихся и студентов высших учебных заведений. Курс охватывает наследие писателей XIX и первой трети XX века, жизнь и творчество которых тесно связаны с южным берегом Крыма. Некоторые материалы взяты из архивов и музейных фондов Крыма. Сайт «Образование для Крыма» разработан для бесплатного онлайн-обучения и консультирования для тех, кто не может изучать в полной мере украинский язык и литературу. На этом пока все. В 21:30 встречайте в этой студии Шевкета Наматулаева. А мы увидимся завтра. Всего доброго.